Это не просто концерт, а настоящее музыкальное шоу. Ансамбль «Войск Национальной гвардии» в Ингушетии не впервые. И каждый раз публика очень тепло встречает артистов. В зале звучат патриотические песни о любви, о родине, о героях и их подвигах. Самый известный армейский ансамбль страны «Люди в погонах», которые с первых минут выступления захватывают внимание публики. Живое исполнение, необычные голоса и до более знакомые всем песни. В репертуаре коллектива больше сотни композиций. Военные, популярные советские, образцы классического вокала и не только. Эту песню прекратит! Мужской хор и балетная труппа ансамбля. Каждое выступление сопровождается хореографическими постановками. Творческий коллектив в республику привез много номеров. Академический ансамбль «Песни и пляски» «Войск Национальной гвардии» – один из крупнейших армейских художественных коллективов страны и первый коллектив внутренних войск МВД, созданный в 1973 году. Его возглавляет художественный руководитель и главный дирижер, генерал-майор службы, заслуженный артист России и Республики Ингушетия Виктор Елисеев. Главная цель таких концертов – это воспитание чувства патриотизма и любви к родине. Артисты признаются, в Ингушетию они приезжают с удовольствием. Здесь публика всегда отвечает взаимностью. Мы очень любим ваш город, не раз здесь бывали. Более того, привезли специальный сюрприз, песню на вашем родном языке. Вот, мы привезли репертуар тот, который никто не исполняет. Я имею в виду, вы спросили про композиции, да, мы такие сделали сюиту, цыганскую сюиту, солдатскую сюиту, песни на музыку Утесова. Ну и много всяких народных, военных, классика. В самое трудное время, когда неизвестно, кто победит, и такое было мощное противостояние. Нужно петь, нужно выступать, нужно рассказывать, нужно поддерживать наших ребят. Нужно делать так, чтобы они чувствовали доброту и большую-большую, огромную любовь к ним. Вот с этим мы и приехали сюда. Марш артиллеристов, песенка фронтового шофера о советской армии и русском солдате. Каждый выход артистов сопровождается овациями. В зале собрались работники культуры, сотрудники Росгвардии и учащиеся общеобразовательных школ республики. Очень понравилось. Такие все музыки старинные, наших 70-х, 60-х годов. Я слышала, и напевали. Да, я даже напевала. Очень красивое выступление, очень много народу. Очень красиво сегодня прошел концерт. Наши учащиеся посетили великолепный концерт, где звучали патриотические песни, звучала музыка. И вы знаете, слушая эти произведения, смотря на этих детей, какие у них широко раскрытые глаза, какое одухотворенное лицо было у наших детей. Вот видно, что весь процесс воспитания идет в нужном и правильном направлении. Мне понравилась музыка и все. Мне понравились артисты и все солдаты эти, которые там. Мне все понравилось. А именно что понравилось? Танцы эти. Красиво танцевали? А тебе что запомнилось? А мне очень понравилось, как они пели, прям очень. У академического ансамбля «Войск Национальной гвардии» есть традиция привозить в регионы национальные мелодии. Для собравшихся в зале исполнили ингушские мотивы. Данное мероприятие организуется в целях патриотического воспитания молодежи республики и военнослужащих сотрудников войск Национальной гвардии. В том числе, если вы уже как видели, у нас присутствуют и кадеты, будущие наши военнослужащие. Также мы пригласили детей. Военная тематика их выступлений очень многим нравится. И я считаю, она поднимает и в нынешней тем более ситуации боевой дух, и в том числе военный патриотизм и воспитывает, и чувство гордости, я думаю, за то, что мы живем в нашей стране.
Своим творчеством коллектив академического ансамбля войск Национальной гвардии показывает то, что российская армия не только умеет защищать и вдохновлять подвигами, а также обладает талантом проникать в сердце своим творчеством, сильными голосами и яркими выступлениями. Спасибо. Рина Цычоева, Адам Далаков. Новости 24.